Вас вітає служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Михаил Сяніцын. Глядзіце ў гэтым выпуску. Стан дарог, добраўпарадкаванне, бізнес. Іван Крупко правёў прамую тэлефонную лінію і прыём грамадзян у Гомелі. Пульс краіны, факты, тренды, сэнсы. Рэспубліканскі інфармацыйна-асветніцкі праект працягнуўся сустрэчай у Мазыры. Выратуем расліны разам. Эколагі просяць далучыцца да паліву гарадскіх насаджэнняў. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Скаргі на стан дарожнага пакрыцця, пытанні добраўпарадкавання, прыватная ініцыятыва. Старшыня гомельскага аблвыканкама Іван Крупко правёў прыём грамадзян і прамую тэлефонную лінію. Надзея Жыліцкая, жыхарка гарадскога пасёлка Уваравічы Будакашылёўскага раёна. Жанчына звярнулася на прыём, каб выказаць незадаволенасць вынікам рамонту вуліцы Базарнай. Па яе словах, праблему падтаплення дарогі гэта не вырашыла. Решали вопрос своими силами. Ливневой системы у нас на улице нет. Те жители, которые помоложе, пытались делать ливневую систему самостоятельно, но, как показал опыт, она не справляется, эта система, с тем количеством воды, который в сезон с поля сходит на нашу улицу. Поэтому здесь нужен более масштабный, глубокий подход к решению этого вопроса. Старшыня аблвыканкама даў даручэнне правесці дадатковыя работы. У прыватнасці забяспечыць водаадвядзенне і усталяваць дарожныя знакі. Таксама на прыём прыехаў жыхар Жыткавіцкага раёна з просьбай дапамагчы ў атрыманні зямельнага участка для вырошчвання яблынь. Концентрируемся два населенных пункта – Черницы и Сеножовцы. Вот здесь мы должны подобрать участок на 5 гектаров для закладки сада. Мы на 2 года заключаем вам аренду, вы делаете сад, а потом продлевается сад 25-30 лет, насколько вы пожелаете. На прамую тэлефонную лінію звярталіся са скаргай на яму ў гомельскім падгорным завулку, з-за якой па вузкай вуліцы цяжка праязджаць буйнагабарытнаму транспарту. Іван Крупко запэўніў, што сітуацыю на месцы вывучаць спецыялісты і прымуць рашэнне па ліквідацыі дарожнага дэфекту. Усе звароты на асабістым кантролі кіраўніка рэгіёна. Пульс краіны, факты, тренды, сэнсы. Рэспубліканскі інфармацыйна-асветніцкі праект працягваецца. У розных рэгіёнах краіны праходзяць сустрэчы экспертаў з насельніцтвам. Актуальныя пытанні па розных тэмах жыхары Мазыра абмеркавалі з беларускім палітычным аглядальнікам, дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Александрам Шпакоўскім. У цэнтры ўвагі дыялогу з калектывам Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода геапалітычная абстаноўка, сусветныя ваенныя канфлікты, санкцыі і іх уплыў на эканоміку, сітуацыя на рынку працы. Кожны мог задаць эксперту сваё пытанне. Сустрэча з мазыранамі працягнулася ў зале гарадскога палаца культуры. Мамы ў дэкрэце, пенсіянеры і прадстаўнікі працоўных калектываў і малога бізнеса, моладзь. Сотні людзей прыйшлі на сустрэчу з вядомым у краіне чалавекам, да меркавання якога прыслухоўваюцца. Не зря она названа «Пульс страны». Действительно, мы получили такую сконцентрированную информацию, которая, как правило, в наше время информационного шума, она серьезно размазана как во временном интервале, так и источники, из которых ты их получаешь. А вот благодаря тому, что приезжают, можно сказать, первоисточники к нам, мы можем получить объективную, актуальную, такую самую острую информацию о жизни в нашей стране. Ситуация у Беларуси стабильная. Адзначаюцца рост экономики и минимальный уровень злочинности. Мир и бяспека дарагога каштуюць, але вакол нашай краіны становішча складанае і заблытанае. Даводзіцца лавіраваць у непростых умовах, у тым ліку і санкцый. У стагоддзя информационных технологий, калі шмат информации, часто фейковой. Важно уметь разобраться во всех нюансах и зрабіць свои высновы. Я считаю, что депутат – это проводник между властью и народом. И на данной встрече я задавала Александру Павловичу вопрос о том, какой у него был профессиональный путь от учителя и госслужащего до дипломата и депутата парламента. И он поделился нам своей формулой успеха. Встреча прошла очень дружественно и ярко. Мне очень понравилось. Я считаю, что данные мероприятия очень важны для нашего населения и вообще для людей, для того, чтобы быть более информированным и получать нужные знания. Для молодых людей такие встречи нужны обязательно для того, чтобы в первую очередь познакомить их с известными людьми и с властью, которая нас окружает и которая помогает каждому из нас приобретать какой-то жизненный опыт. Для того, чтобы познакомить молодое поколение с нашей
нашей страной с той стороны, с которой они еще не знают. Потому что если нам никто не сможет помогать, то и сами мы ничего не добьемся. А с помощью нашей власти мы всегда поймем, в правильном ли мы пути. Пасля ўступнай часткі час пытанняў з залы. Датычыліся яны і гісторыі, а гэта першая адукацыя Александра Шпакоўскага і сучаснасці. Сустрэча атрымалася насычанай і дынамічнай. В целом нет, наверное, тех неважных для нас направлений деятельности, неважных хозяйствующих субъектов, государственная форма собственности или частная, где бы мы не хотели иметь твердые позиции государственной власти, где бы мы не хотели видеть высокий уровень патриотических настроений, а это может быть достигнуто только путем открытого, честного разговора с людьми, как о наших достижениях на сегодняшний день, так и о наших трудностях, о тех планах, которые есть на будущее, о тех решениях, которые мы намерены предпринять для того, чтобы укрепить потенциал нашего государства, для того, чтобы укрепить потенциал в данном случае Гомельщины, Мозырского региона и купировать те недостатки, с которыми мы, к сожалению, в том числе сталкиваемся. Лейтмотыў сустрэчы – давяраць неабходна толькі правераным крыніцам інфармацыі, а ў барацьбе з фэйкам і інтэрнэт-махлярствамі самае галоўнае – гэта павышэнне прававой і палітычнай культуры і граматнасці. Шлях у кіраўнікі праз практыку і сур'ёзны адбор. У Гомельскай вобласці працягваецца работа школы маладога кіраўніка, праекта, які рыхтуе кадравы рэзерв для ўсяго рэгіёна. Паўгода навучання, вядучыя настаўнікі і поўнае пагружэнне ў галіну. Ад аграноміі да фінансаў. На гэты раз удзельнікі разбіраюць тэму механізацыі і ўборкі зерневых культур. Адну з ключавых для любой гаспадаркі. Пра тое, як рыхтуюць будучых кіраўнікоў, матэрыял Дар'і Дрожжа. Миколай Бабушкин у галіне сельской гаспадаркі з 2012 года. За гэты час паспеў асвоіць увесь спектр работ. Удзел у школе маладога кіраўніка ўжо прынёс плён. У маі гэтага года ён заняў пасаду дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Гомель-Лён». Цяпер галоўная мэта навучання – атрымаць неабходныя для эффектыўнага кіравання веды. Вступили в школу молодого руководителя для того, чтобы более детально, углубленно постигнуть опыт сельскохозяйственного производства, как в сфере животноводства, растениеводства, механизации и прочие моменты. За каждым из нас закреплен опытный руководитель из других сельскохозяйственных организаций, с которым можно решать все возникающие вопросы. Адна з галоўных лакацый практыка арыентаванага навучання «Гомсельмаш». Прадпрыемства з гісторыі, якая вядзе адлік з 1930-х гадоў. Пачыналі тут з дробнай тэхнікі, а першы зерноўборачны камбайн выпусцілі ў канцы мінулага стагоддзя. Сёння завод – флагман галіны, які штогод выпускае до 3000 машин. «Гомсельмаш» выпускает самоходную кормоуборочную и зерноуборочную технику. Флагманами являются комбайны GS2124, JASH 810. Комбайны с гибридной системой обмолота, которые позволяют убирать поля с большой урожайностью. Комбайны GS12.1, которые работают на полях средней урожайности. Комбайны оснащаются двигателями Ярославского моторного завода, Weichai и ТМЗ. У нас есть интеграция, у нас есть взаимозаменяемость. Если потребитель проявляет заинтересованность в том или ином двигателе, у нас линейный ряд позволяет. На прадпрыемстве удзельнікам показали линейку техники, провели по цехах, продемонстрировали увесь цикл вытворчасці. У нас на предприятии используются гомельмашевские комбайны, как кормоуборочные, так и зерноуборочные. Кормоуборочные комбайны сейчас зарекомендовали хорошо, зерноуборочные комбайны также. В прошлом году мы получили один зерноуборочный комбайн, и в этом году второй новый. Механизаторы, которые работают на этих комбайнах, очень довольны условиями, качеством. Интересно, как это все происходит от начала до конца, на каких условиях, как процесс работы сам происходит, и окончание сборки, я думаю, увидим также. С процессом уборочной кампании удзельники проекта ознакомились на полях открытого акционерного товариства «Птушкафабрика Рассвет». Господарка уже завершае жніво. За амаль 2200 гектаров собрано больше за 2000 зернявых и рапсу, які пойдзе на кормовые мэты. Средняя урожайность каля 40% с гектара. Для меня интересные вещи, то, как работает комбайн. Рассказали, как вообще сеет рапс, как озимый ячмень. Сельское хозяйство в Беларуси очень сильно развито. Поддерживается главой государства сельское хозяйство. Это в первую очередь. Поэтому, конечно, получить развитие в этой сфере. Благодаря птицефабрике «Рассвет» я за 3 месяца получил огромное количество знаний
так как благодаря школе молодых руководителей я пришел сюда. В обучении моем принимает участие Юрий Петрович Игнатов, это руководитель физфабрики «Рассвет», и уже я получил огромную базу. Добрый гаспадар, добрый двор. Таму ў школе маладога кіраўніка рыхтуюць універсальных спецыялістаў, якія разбіраюцца ва ўсім, ад аграноміі да фінансавага ўліку. Основной причиной реализации проекта связана с острой нехваткой кадров руководителей. Агропромышленный комплекс – это довольно сложный такой конгломерат проблем. И растениеводство, и животноводство, и ветеринария, и механизация. Руководитель должен знать всего по чуть-чуть. Мы сегодня показываем им на примере их наставников. Это лучшие наши руководители, которые имеют за плечами уже приличный опыт работы, приличные результаты. Мне нравится, что идет взаимодействие как производителей, как и самих, кажется, первоначальных добытчиков продукции, то есть от сельского хозяйства, которые идут. Вот это вот, как говорится, дружная команда, вот она в области сформировалась, и она очень классно работает. Школа молодого руководителя дает возможность это все посмотреть уже другими глазами. Это огромный плюс, когда ты идешь уже в какой-то становишься руководителем в будущем. Школа маладога кіраўніка выпусціла 100 перспектыўных спецыялістаў, многія з якіх паспяхова ўзначальваюць сельскагаспадарчыя прадпрыемствы рэгіёна. У 5-м сезоне праекта ўдзельнічаюць больш за 20 чалавек. Навучанне працягнецца да верасня. Дар'я Дружа, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». 2026 год юбілейны для следчага камітэта Рэспублікі Беларусь. Ведомства ў верасні адзначыць 15-годдзя з дня ўтварэння. Напярэдадні свята Управленне следчага камітэта па Гродненскай вобласці арганізавала перасоўную экспазіцыю, якая знаёміць з гісторыяй службы і паўсядзённай працай яе супрацоўнікаў. Сёння яна разгарнулася ў Гомелі на пляцоўцы каля Лядовага палаца. На выставе прадстаўлены як унікальныя рарытэты, якія калісьці выкарыстоўваліся следчымі, так і сучасныя узоры крыміналістычнай тэхнікі. Стэнды распавядаюць пра гісторыю стварэння следчага камітэта, этапы яго станаўлення і ключавыя вехі развіцця. Один только факт, что общая преступность за эти годы снизилась более чем в 1,5 раза, нет тяжких и особо тяжких преступлений, говорит о многом. Показываем кабинет следователя прошлых лет. Детям интересна пишущая машинка, они не видели видеокамеру, не знают, что такое фотоаппарат, не понимают, откуда пошло выражение «сшить дело». Мы все это показываем им, рассказываем, разрешаем брать в руки, все это объясняем и надеемся, что ребята придут служить в наши органы следствия. Экспозиция мобильная. Для яе транспортировки падрыхтаваны спецыяльны брэндавы мікрааўтобус. Заўтра экспозиция сустрэне наведвальнікаў у Мазыры, а завершыцца турне 3 верасня ў Мінску. І пра надвор'е. Белгідрамет папярэджвае. Бліжэйшыя 2 сутак на тэрыторыі краіны захаваецца моцная спякота. Заўтра ў некаторых раёнах Гомельскай вобласці слупок тэрмометра паднімецца да плюс 40 градусаў. Чырвоны ўзровень небяспекі захоўваецца і сёння. Папярэджанні аб экстрэмальнай гарачыні гучалі не раз, але ці гатовыя да яе гараджане. Мы выйшлі на вуліцы, каб даведацца, як ратуюцца гамельчане і як надвор'е ўплывае на лад жыцця. Мы с друзьями ходим на озеро, я наношу SPF на лицо и кепку ношу. Самое главное – это пить много воды и наслаждаться летом. Слышали, что завтра будет пик жары. Спасаемся, держимся тенька, пьем много воды. У нас частный дом, большее время проводим на террасе открытой, но не под солнцем. Спасаю в жару я водой, пью очень много воды и всегда у меня с собой, водичка такая, чтобы охладиться, когда уже совсем очень жарко. У меня мама пенсионного возраста, и она по возможности старается не выходить на улицу. У нас дома есть такая, люстра с вентилятором, она там на кухне чаще всего и находится. В солнцепек я тоже стараюсь не выходить по возможности с 12 до 4-5 часов. Самое лучшее – это кондиционер. Пить побольше воды, носить с собой бутылочку с водой, особенно детям. Я уже пенсионерка. Я уже могу не выходить из дома, когда очень жарко. Когда работала, кондиционер. Нужно пить больше воды. У кого есть возможность выехать на дачу, там свежий воздух. У нас дача есть, она спасает. А так, конечно, тяжело. И даже молодежь, я уже в своем возрасте тоже тяжело переношу жару.
Ніжэй за адзнаку у плюс 30 слупок термометра опустится только у субботу. Понижение температуры будет сопровождаться короткочасовыми дождями и навальницами. У горячую пару памятайте о правилах безпеки. Носите светлое поветропроникальное оденье и головный убор. Позбегайте физичных нагрузок и выконвайте питный режим. Пакутаюць ад спякоты і зялёныя насаджэнні. У асабліва ўразлівым становішчы маладыя саджанцы дрэў. Шансы перажыць высокія тэмпературы ў іх невялікія. Звычайнага паліву, які ажыццяўляюць камунальныя службы, ужо недастаткова. Вільгаць вельмі хутка выпараецца. Спецыялісты прыродааховы звяртаюцца да жыхароў горада з просьбай аказаць пасільную дапамогу для ратавання зялёнага фонду. Гомельский областной комитет природных ресурсов охраны окружающей среды в связи с установившимися погодными условиями, очень высокими температурами, практически полным отсутствием осадков, призывает всех граждан не остаться равнодушными и принять участие в поливе молодых саженцев, высаженных вблизи их домов. Молодые растения, особенно в первые годы после высадки, особенно остро нуждаются в поливе, в уходе каком-то дополнительном. Очень большое испарение происходит именно в такую погоду, и поэтому нужно увеличить интенсивность полива. Призываем всех помочь в этом, в общем, благородном таком деле спасения растений. Каб выратаваць дрэвы ад моцнай спякоты і засухі, спецыялісты рэкамендуюць вячэрні паліў на глыбіню залягання каранёў да 40-50 сантыметраў. Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працаваў Михаил Синицын. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. В Светлогорском районе столкнулись легковушка и грузовик. Сегодня днем на 18-м километре автодороги Светлогорск-Сосновый Бор-Полесье по предварительной информации водитель Мазды не справился с управлением. Выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении грузовиком МАЗ. В результате ДТП погибли водитель легкового авто и двое его пассажиров. 11-летняя девочка и пожилая женщина. В больницу доставлены 8-летний мальчик и еще одна женщина. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа. Вблизи деревни Турцевичи Калинковичского района возле шлюза на реке Неноч обнаружено тело мужчины. По предварительной информации, причиной происшествия могло стать падение в воду со скользких плит. Обстоятельства случившегося устанавливаются. В Рогачевском районе при пожаре погиб мужчина. Возгорание жилого дома зарегистрировано в деревне Миньков. Прибывшие спасатели обнаружили погибшего хозяина дома, пенсионера 1962 года рождения. В результате повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество в доме. Рассматриваем версию причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Уважаемые зрители, помните о соблюдении правил пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки. Установите в каждой жилой комнате своего дома автономный пожарный извещатель, который вовремя предупредит о возникновении пожара. В Мозырском районе учительница лишилась 150 рублей, пытаясь снять квартиру через мессенджер. Мошенница прислала фото уютного жилья и потребовала предоплату за бронь. Как только деньги были переведены, аферистка удалила переписку и заблокировала девушку. Сейчас милиция расследует уголовное дело по факту мошенничества. Житель Мозыря, будучи в нетрезвом состоянии, разбил кулаком стекло двери одного из городских магазинов. Инцидент произошел ночью. Осознав, что натворил, мужчина пустился в бега, но в панике забыл прямо у входа дорожную сумку с личными вещами. Сотрудникам милиции не составило труда оперативно установить личность и задержать дебошира. Он признал вину и попытался оправдать свое поведение якобы внезапным эмоциональным всплеском. В отношении хулигана возбуждено уголовное дело. В Мозырском районе женщина заблудилась в лесу. Сельчанка отправилась в зеленый массив вблизи деревни Мелешковичи для сбора ягод. Работникам МЧС удалось обнаружить пенсионерку. Состояние ее было удовлетворительным, в медицинской помощи она не нуждалась. Гомель забросил 4 шайбы Могилеву и добыл первую победу в нынешнем розыгрыше Кубка Салея. Рыси дважды отличились в первом периоде, уйдя на перерыв с комфортным преимуществом. Чуть позже соперник сократил отставание, однако Гомель вновь выстрелил дуплетом 4-1. Победу принесли точные броски Кравченко, Иванчикова, Субхи и Кочеловского.
С таким же счетом переиграл соперника и жлобинский «Металлург». Правда, сценарий в поединке с Витебском был иной. «Волки» в самом начале матча пропустили, правда, еще в первом периоде смогли переломить ход матча и выйти вперед. В дальнейшем жлобинчане закрепили успех. Шайбы забросили Крикуненко, Кузьменко, Кузнецов и Боувбель. Для «Металлурга» это вторая победа в Кубке Салея. Славия Мозырь победила дома. Матч против Арсенал-2 завершился со счетом 1-0 в пользу хозяев. Единственный гол забил на 86-й минуте Никита Зелимов. Тем временем в этот четверг Гомель-2 сыграет в гостях с Оршей. Матч 18-го тура первой лиги пройдет на стадионе Городской. Начало игры в 18:00. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале Белорусской Федерации футбола. Боксеры Гомельской области завоевали 3-е место в общекомандном зачете чемпионата страны. В активе наших спортсменов 7 медалей. Золото на счету Максима Панькова. Серебро в копилку принесли Николай Воробей и Никита Нагорный. Бронзовые награды у Евгения Горбачева, Александра Брославского, Сергея Лысюка и Кирилла Дугаря. Евгений Котов возвращается в «Энергию». Связующий уже выступал за гомельскую команду в сезоне 22-23. Также защищал цвета таких клубов, как «Мопит», «Строитель», «Коммунальник» и «Борисов» БГУФК. Евгений Котов становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Беларуси.